Всем большой привет. 7 июля на календаре. Праздник Ивана Купалы, по-моему, просто Иван Лун. У меня сегодня рабочий день. Вернее, он уже позади. Отработали. Ну и провести целый день на реке и не забросить удочку, я так думаю, это преступление, можно так сказать. В общем, конечно же, я взял с собой спиннинг. Взял удочку, но навряд ли я удочку достану, потому что не взял ни сачка, ни червей. Так, на всякий случай, может быть, на глаз или что. Ну, посмотрим, попробуем. Покидаем спиннинг, попробуем. По пути, по течению в двух местах сплавился немножко. В одном месте у меня клюнул язь, в другом месте у меня клюнул окунь. Вот, он такой подвязок, и вот такой вот окунь. Клюнули буквально по 3-4 заброса, без якоря, без ничего, на перекате. Ну, в надежде на хариуса, конечно же, закидывал вот такую вот блесенку красивую харюзовую. И прямо мэпсовская. И прямо сейчас мы с нее и начнем. Времени у нас где-то до вечера осталось часика 3. И надо провести его с пользой и, главное, с удовольствием. Приступаем. Так, с чего начать? Приготовим, давайте сразу подсак, на всякий случай. Случаи бывают разные. Дождик сегодня у нас тоже прополоскал неплохо, разика 2, наверное. Кругом ходят тучи. Вон на севере тоже темень с дождями. Тут вроде пока чисто, но вот оттуда тоже идет, скорее всего, опять ливанет. Но мы в парке, и нам это не страшно. Поехали. Остановились на новом месте, так сказать. В этом году мы здесь еще не пробовали. Местечко довольно-таки интересное. Здесь вот типа дамбы. Основная часть, конечно, еще под водой. Летом вот там вот рыбачим, там вот от дамбы трава идет. А здесь вот вытекает протока. Здесь палочка стоит. Не знаю, сетка есть, нет, что-нибудь. Так-то вроде бы не видно. Оп, есть, была поклевка. Второй заброс, и уже была поклевочка на вертушечку. Говорил сегодня с мужиками. Все говорят, до прибытия воды поклевывал хариус недолго, день-два. Кто успел, тот половил. Подъем воды, поклевки прекратились. То, что мы видели 3 дня назад, когда ветер поливал. Вы этот ролик уже, скорее всего, посмотрели. Печора тогда поклевками не радовала. Сейчас прошло у нас 2 дня. Это было в субботу, сегодня понедельник. Вода, говорят, остановилась. Не знаю, кто-то говорит, даже вроде падать начала. Ну, дожди поливают, и, скорее всего, она запросто может опять начать прибывать. Одна поклевочка была. И все. Раз 5 сейчас закину на вертушку, потом поставлю резину. Мне кажется, резина должна работать лучше. Блесну поставил специально харюзовую, на перекате пробовал. Хариус пока игнорирует. Ну, как я вам уже говорил, кто успел, тот успел половить хариуса на мушку до поднятия воды, до прибывания. Он уже начал было ловиться. Так, ну что, большой активности я пока здесь тоже не наблюдаю. Так что будем ставить резину, воблеры. В общем, будем менять приманки и искать, на что реагирует рыба сегодня. Поставили нашу незаменимую одноногую лягушку, которая уже вся изрезана, порезана. И которая, выручала, так сказать, не раз. Даже бесклевные моменты, когда рыба не ловилась.
На нее были поклевки. Можно попробовать заехать в протоку, попробовать там еще. Сейчас посмотрим. Если здесь ничего не поймаем, попробуем там что-нибудь поймать. Ты смотри-ка, а? Рыба-то сегодня не ловится. Вредничает. Ладно, до первой поклевки. Ставил вот такую вот маленькую щучку резиновую. Как-то в прошлые года щука на нее ловилась, на такую приманку. Но это было давно. Ну, правда. Давно, но это было правда. Ну, тогда щука на все брала. У меня в основном вот такие были резиновые приманки. Одна розового цвета была, чуть больше этой. И ничего не изобретали. Никаких вертушек, ни воблеров. Вот на эту резину силиконовую работала на ура. Особенно ближе к вечеру, перед заходом солнца, после захода солнца. Особенно вертикальная проводка где-нибудь на свале под травой. Поиграл. Прям видишь, как она кидалась, хапала. Один раз что-то такое здоровенно крупное ударило. У меня даже заводное кольцо от тройника разогнулось. Я даже не заметил, что за монстр там был. Или здоровенная щука, или, может быть, семга здоровая. Никаких шансов не было. Сразу под лодку туда у меня удилище загнулось и разогнуло заводное кольцо. Ну, ты смотри. Ничего не хотят. Ни приманку, ни вертушку, ни резинку, ни такую щучку. По 5-6 забросов меняем приманку. 5-6 забросов. Сейчас поставим какой-нибудь воблер. И потом уже, если что, заедем в протоку, посмотрим там еще. Ну что, пришло время воблера. Вот такой вот гламурный воблер, покусанный щуками. Значит, что-то когда-то на него ловилось. Накрыла туча, поднялся ветер, сейчас, скорее всего, ливанет. Развернула лодку. Вон идет свинцовые тучи. Ай-яй-яй. И, скорее всего, сейчас нас будет полоскать немножко. Но так как мы в парке, нам это относительно не страшно, если главное, чтобы ураганного ветра не было. Остановились, конечно же, в надежде на щуку, потому что я уже говорил вам, приехала сестра с города, Анна Николаевна. Щучек с удовольствием жареных покушали уже мы. Головы, хвосты солененькие сегодня кушают. Вчера ездили на праздник Ивана Купалы на Мылву, поселок Мылва. Посмотрели концерты. Ну, я-то не смотрел, я их отвез, привез. Народ повеселился. Я занимался загрузкой отснятого видеоматериала, отмонтированных роликов. 2 ролика успел загрузить. И приехали в деревню. Так, что? Пока тишина. Походу сегодня тоже не клевый день. Но мы не сдаемся. Мы сейчас будем менять не только приманки, но будем менять места. Где-нибудь, дай бог, что-нибудь найдем. Заехали в вот такую протоку. Весной здесь полным ходом идет вода. Сейчас, как мы видим, все закрыто.
Чисто теоретически вода заходит и выходит. По идее, рыба, та же щука, вполне может здесь быть. Проверим, покидаем, посмотрим. Вот и дождичек пошел. Дождались дождя. Одеваем капюшон. И будем ждать дождевых щук. Не раз бывало уже после дождя, даже после ливневого дождя, щука начинала ловиться. Ну, посмотрим, что на этот раз скажет. Так, еще немножко переехали. Попробуем в этом коряжнике что-то поймать. Как бы по мелкой воде здесь мы раньше ловили окуня хорошо, ту же щуку. Фильмы были. Но вода здесь очень и очень еще большая. Стал чуть пониже, потому что, скорее всего, нас будет поднимать против течения. Ветер поднялся не слабый, вот, нагоняет, все затянуло дождевыми тучами. Вон хороший фронт ушел туда, не знаю, надолго, недолго, прогноз не смотрел. Но основной шквал дождя уже прошел, сейчас так немножко моросит. Покидаем. Здесь хорошо резина работала в свое время. Сейчас покидаю воблер, забросов 10 сделаем и поставим резиночку. Есть поклевка. И это у нас окунь клюнул на воблер. Вот такой вот окунь. Пока не жарко, контейнер пока пачкать не будем. Кидаем пока в лодку. Потом, если уже не будет влезать в задний отсек, будем закидывать в контейнер или в ведро. Ведро, наверное. Сегодня не жарко, рыба не испортится за пару часов. Воблер сработал. Я так думаю, если даже на воблер клюнул окунь, то на резинку, наверное, скорее всего, что-нибудь да поклюет. Ладно, еще пару забросов сделаем, потом уже поменяем. Оп, есть вторая поклевка. Или что это? Нет, это трава. Показалось. Вроде клюнула. Что у нас сверху? Рыба здесь есть, только надо к ней найти подход. Что-то было, трава. Ладно, пока выключаемся. Ну вот, поставили резинку и дело пошло. Вот такой вот окунь. Одноногая лягушка у нас заработала. Так, Енскеден. О, вот это уже Енскеден. Вот это уже красиво, вот это уже хорошо. О, какой красавец. Он. Ох, Енскеден. Так, чё? Надо, наверное, доставать ведро. Ведро. Ладно, если сейчас еще клюнет, то сразу достанем. Я же говорил, поставим резинку, и все у нас получится.
Если на воблер он кидается, то на ядовитую резину тем более должно ловиться. Ну вот, сглазили. Вроде Энскаден говорили. Энскаден. Оп, была поклевка. Была поклевочка. Окунь здесь крупный. Ну, все что ли? Ну-ка, что у нас сверху скажут? Глубины, конечно, еще много здесь, если только возле берега он стоит. А так надо, чтобы нормальная глубина была, где-то еще метр, наверное, упасть. Ну давай. Давай. Ну. Не хотят. Еще один полосатик. Прям возле лодки взял. Вот здесь вот. Закинул на середину. И на подъеме уже возле лодки хапнул. Можно попробовать, конечно. Оп, вот, опа. Красота. О. Красота. Вот это мне уже нравится, Энскаден. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Так, ну-ка. О. Давай. О. Вот это мне уже нравится. Вот такая красота. Заглатывает жадно. Дождевые окуньки. Окуни? Это уже не окуньки, это уже настоящие окуни печорские, красивые. Вот, наверное, сейчас должна последовать поклевка, я так думаю. Ну. Вот я же говорил. Вот так вот. Еще +1, Энскаден. Вот. В ведре продукты, там булочки, одно, другое, третье, одежда, запасной свитер, шапка. И как бы дождь идет. Из-за этого не хочу пока убирать с ведра ничего. Ну, если так будет ловиться, пожалуй, надо будет вот так вот. Ну, сход. В одной точке вот ловится, вот здесь вот. К лодке начинает подходить и сразу бьет. Вот так вот. Этот еще лучше, этот еще крупнее. Все, нашли мы к ним подход. Энскаден. Нашли мы крупного окуня все-таки, а там на дамбе не ловилось. А тут ловится. Не знаю, как долго, но вот сход. Но пока ловится, не надо терять этого момента. Надо пользоваться пока. Как говорится, куй железо, пока горячо.
Оп, опа, 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 опа. Вот так. Ай-яй-яй, ай-яй. Не, хорошенько взял. Красавчик. Янцкадан. Красавчик. Стайка неплохая, походу, здесь. Дай бог, чтобы была неплохая. Стайка, стайка. Щуки пока не видать. Но они тоже есть. Просто они не хотят есть. Они более такие привередливые. Желудок пустой, но на что угодно кидаться не будут. И живца подавай. Вот так вот, вот так вот. Хороший, хороший, хороший. Вот такой красивый окунище, окунь-конь. Красота. Ну, в принципе, что и требовалось ожидать. За ними я сюда и приехал. В надежде на таких крупных окуней. Вот про них я и рассказывал, что здесь есть такие окуни. Мы даже не сплавляемся, мы стоим просто на одном месте даже. 50 мы уже надергали. За счастье таких окушков подергать. За счастье. Вот и щучка. Вот и щучка, наконец-то. Янцкадан. Вот не крупная такая травяночка. Вот, смотрите, как заглотила до желудка самую шахту. Естественно, ни о каком выпускании нет речи. Вся кровит уже. Пищевод порвется сейчас уже. Да и 30 сантиметров в ней есть. Так что она по всем правилам пригодная. Так, как бы тебе сейчас только... Как бы тебе сейчас только достать. Ладно. Пока выключаемся. Все-таки я решил достать ведро. Переложил все ведро. И как мы видим, дно ведра уже закрыто. Потому что вроде бы поклевки есть. Я так думаю, что-нибудь да мы еще половим. А в лодке лишние сопли, слизь. Фу. Тоже не нужна. Дождик прошел. Ветер немножко стих. И сразу же налетели комары. Вот. Еще один Янцкадан. Вот так вот. Контейнер не достаю, потому что солнца нет. Погода прохладная. И мы как бы долго времени не планируем. Часа 2-3, я так думаю, рыбе ничего не будет. Даже если она и уснет. Часиков 5. Давайте посмотрим специальное время. Часиков до 7, до 8, я так думаю, до пол-8 порыбачить можно. 17:40. 17:40 без 15. Грубо говоря, без 15:06, без 15:07, без 15:08. 2 часа в нашем распоряжении. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас получится поймать за 2 часа. Так, ну стайку, походу, мы отсюда выловили. Что-то забросов 7-8 уже без поклевок. Наверное, надо менять место. Сейчас сначала самосплавом, наверное, проедем чуть ниже. Потом, если ветер поднимать не будет нас, поднимемся на моторе и опять будем сплавляться. Или встанем где-нибудь. Все, поклевки прекратились. Оп, нет, еще что-то было. Есть еще. Еще один остался.
Блин, не колись. Я уколол. Да что ты? Ляжешь, будет дело. Ладно, успокоишься, потом закинем ведро. Только-только помазались антикомарином. Потому что ветер стих, и комарье сразу налетело и одолели. О, лето красное, любил бы я тебя, когда в ней пыль да зной, да комары да мухи. Зноя мы толком еще не видели, зато комаров предостаточно. Так, ладно, еще разик. Еще разик, окуню в глазик. Все. Надо менять место. Так, поехали. Поехали на новые места. Поехали на новые места. Мы сейчас Свету за водюшку кинем. Вот тут-то мы сейчас щуку и поймаем. Оп, опа, вот она, вот она, вот она. Вот она была. Что-то добренькое, хорошенькое, серьезное. Вот окунь. Окунь, окунь, окунь. Опять упал. Ну, вот где ветер-то сейчас, вот который он сейчас нужен. Ладно, сплавимся, потом поднимемся. Заодно с разведки посмотрим, окунь где-то на одном месте или он по всей территории. Первый раз что-то ударило, типа щучьей поклевки было. Щука здесь тоже есть по-любому. По-любому, по-любому. Ждем щучьих поклевок. Вон там кто-то шуганул мальков. Это что такое? Это что такое? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот такой. Вот такой язенький кабанчик. Янскадан. Клюнул так себе. Блин. Под килограмм нет, но грамм 800 есть по-любому. Здоровенный язь. Толстый, здоровый. Тюкнул. Сначала так я думал, окушок какой-то, блин. А потом смотрю, он с воды у меня не лезет. Вот сплавились где-то метров 30. Нет, уже больше. Метров 50, наверное, сплавились. И вот здесь на течении, на срезе. Вот тут трава. Видать, он в траве мальков-то и гоняют они. О, еще что-то. Еще что-то клюнуло. Тоже такое ничего. Бодренькое. Это окунь. Это окунь. Янскадан. Да тише ты буянишь тут. Шумишь. Оп, есть. Что-то идет. Я что ли опять? Нет, окунь, хороший окунь. Янскадан. Вот это такая рыбалка мне уже нравится. Да, нету щук, но таких красавцев окуней тоже за счастье подергать. Так, они здесь, походу, по всему периметру. Можно будет сюда вот в эту заводюшку встать и покидать
По-любому, наверное, еще и щука есть. Сейчас сплавимся до конца. Сколько посмотрим, на каком расстоянии они ловятся. И потом вот сюда где-то, наверное, поднимемся и встанем, покидаем. Такая рыбалка мне нравится. Окунь хороший, достойный. Не ставлю вертушку, потому что здесь как бы коряжник. И жалко будет. Можно запросто потерять, зацепиться. Джиголовку-то не так жалко. Что там, поводок, резинка. А вертушечки за 700 рублей, 750, 800. Жалковато. Я их на перекат оставлю лучше. А здесь вот нет на песке. Здесь нету их. Так что не будем терять времени. Сейчас еще пару забросов и поднимемся чуть повыше и встанем в траве там. На песке их что-то не видать. Так, поднялись, пришвартовались к берегу. Когда сплавляли, здесь поклевки были. Я так думаю, здесь стайка небольшая есть. Вот такой вот резкий свал здесь. Глубина рядом с берегом. Я так думаю, что-нибудь здесь мы половим. Сейчас успокоится, устаканится. Вот уже устаканились. Уже успокоились. Янцкадан. Так. Так. Ну, давай. Вот так. Вот так. Янцкадан. Одноногая лягушечка. Работает. Это что у нас там? Оторвалась нога, что ли, последняя? Последний желтый листок. Кружась на землю, упал. Нет, это просто листик плыл там. Нога еще на месте, вся покусанная, но пока еще работает. Вот сразу поклевка. Вот идет, есть, уже есть. Вот такая красота у небесного моста. Разлетают крики птиц. Так. Янцкадан. Так. Потихонечку. Раз. Ну, вот так. Молодец, Янцкадан. Йокыш. Покоми окунь. Называется йокыш. Ну-ка. Здесь трава. Не будем изобретать велосипед. Будем ловить там, где клюет, где ловится. Так. Вот так. Как-то вот так. Ну, а вам нравится такая рыбалка? Вы бы хотели вот так вот половить окуня? Да, это не щука. Но это окунь. И крупный окунь. Хороший окунь. И мало того, что это огромное удовольствие. Так еще это что у нас? Это у нас щучка. Еще один у нас щупарь. Травяночка. Отпускать мы ее не будем. Только не кусай, говорю, не кусай. Вот. 30 сантиметров в ней есть. Фигней страдать не будем, как некоторые. Так.
Скоро резиночки конец будет. Понтоваться на камеру, показывая, что вот мы такие правильные, хорошие. Опа, что-то было. Отпускаем щучек, которые некоторые даже 40 сантиметров и больше, смотришь, поймают, расковыряют, вся в кровище. И типа отпускают, типа они на камеру такие правильные. А потом смотришь, а там чайки подбирают их рыбу, которую они отпускают. Я ничего не говорю, чайкам тоже кушать надо, если им рыба не нужна. Ну, такой ерундой я точно не люблю заниматься. Самый вкусный размер. Мы голову хвоста пожарим. Середочку на малосолочку. Сегодня у нас уже гости малосолочку рубают, небось, сейчас дома у нас. Опа, опа, опа. А это что-то интересное, это что-то хорошенькое. Еще одна травяночка. Еще один щупачок. Стандарт. Одинаковый. Вот так вот. Так что мы еще и щучек сегодня принесем домой. На радость всем. Вкусняшечку такую. И пожарим, и засолим. Праздник продолжается. Гости приехали на 2-3 дня. И приехать в гости к рыбаку и не покушать свеженькие рыбки, это, ну, как-то неправильно получается. Рыбка у нас есть и копченая, и соленая. И сейчас еще и свеженькую принесем. Конечно, они уже звонили не раз. Шашлык, машлык, там все такое. Караоке, гулянка. Ну, как говорится, делу время, потехи час. Погулять мы всегда успеем. А на рыбалку приехать в такую даль не всегда получается. Бензин сейчас дорогой. В принципе, можно половить возле деревни, когда ловится, но нет, такого кайфа там нет, такого количества. Все-таки чем дальше, тем интереснее места. Оп, ух ты, блин, видали, да? Вот это что-то было такое. Что-то такое интересное. Видали, только-только хотел камеру выключить. И просто мощнейшая поклевка. Но это по-любому была щука и не маленькая. Килограмм полтора, не меньше. Или язь. Ну что-то аж туда резко. Он укололась по-любому. Ну, повторение будет. Рыба есть. Просто, видать, резинка примелькалась уже. Сейчас покидаем, поменяем место, если что. Нет, я здесь побуду еще. Что-то интересное клюнуло. Сейчас, может, успокоиться, возьмет. Может, воблера поставить. Дай попробуем воблер поставить. Такой вот красивенький воблер поставили. Трехсоставной, с шариками. И сейчас мы посмотрим. Будет поклевка, не будет. Так. Плавающий воблер. Я этот воблер как-то закинул с хреновым поплавком. Волна была, рябь такая хорошая. Запомнил место, куда он упал. Далеко-далеко. Подъехал, искал и нашел. Плывет, смотрю, по течению мой воблер. Есть свой плюс в плавающих воблерах. Это то, что они не тонут.
Ну, если уже ты зацепился об траву, то уже все. Ромка меня неделю назад утопил. Неделю. 5 дней назад, 2 числа это было. Да смотри, не работает воблер-то. Не работает. Ладно. Не будем мучить. Нашел вот такую вот интересную резинку. Но это, конечно, копия, не оригинал. Помните, да? Сколько мы рыбы накосили на похожую резинку. Просто дико она ловилась. Lucky John или как там ее. Была у меня резина, 5 штучек. 5 или больше, не помню уже. Все разорвали, все порвали. Это уже копию китайскую купили в магазине. Вот одну нашел еще. Сейчас попробуем на нее. Это не одноногая лягушка, но раньше на нее работала. Я говорю, вот попробуйте купить лягушку ядовито-желтого цвета. Ну, рыбачьте на нее, и если не ловится, попробуйте оторвать одну ногу. Я специально не отрывал, у меня ее одну откусили, но, как вы видите, на нее рыба ловится. А вот на другую резину вот поставил арбузного цвета. Не хочет. Не хочет. Вот так вот. Резина резине рознь. Ветер успокоился, стих. Все, теперь комары вообще сожрут. Не хочет. Не будем. Не будем издеваться. Будем ловить на то, что ловилось. По крайней мере, пока ногу до конца не оторвали. Одноногая лягушка, лови. Ну, ну, я знаю, точно ты здесь. Скорее всего, эта щука расшугала, наверное, стоит, сама не берет. И окуня расшугала. Собака серая. Была поклевка, стянули. Вот там вот поклевка была. На середине, вот туда вот даль закинул. На течение прямо. Решил проверить. И кто-то бодренько так клюнул сразу. И стащил резину. Это, возможно, язь на течении. И все. Ну, что, время клёва прошло, что ли? Так быстро? Вот как щука ушла, и все. Значит, надо переезжать. Значит, голодных окуней мы отсюда всех поймали. Интересную блесенку поставим. Рыбка. Желтый шарик, точка так, и вертушечка. Сейчас посмотрим. Есть, конечно, риск зацепиться и потерять, но попробовать надо. А вдруг? А вдруг? Наша щучка на нее соблазнится. Не хочет. Не хотят.
Странно. Так резко все закончилось, что ли? Так хорошо клевало. И так быстро все закончилось. Так. Оставили мы ту щучку. Переехали немножко вверх. Тут коряжник, как бы надо менять вертушку на джиголовку, но немножко покидаем, по крайней мере, в центр. Возле коряк тут рыба есть, но надо или на удочку, или на джиголовку. Потому что запросто можно зацепиться. Ладно, рази кину на вертушечку, потом поставим джиголовку. Тем более на рези. На вертушку не захотели. Одноногая лягушка. Выручай. Выручай ситуацию. Поехали. Одноногая лягушка. Оп, есть. Молодец, лягушечка одноногая. Вот так вот. Вы сами все видите, да? Надеюсь, видно. Первый заброс и сразу поклевка. Ну-ка, вертикальная проводочка. Коряги какие тут. Ладно. Причаливать пока не будем, немножко сплавимся в поисках щуки и заодно с разведкой, где поклевки чаще будут, туда и потом остановимся, немножко посплавляемся. Времени у нас уже не так много осталось рыбачить. Я уже доволен, мы уже поймали вот. Пол ведерочка мы уже поймали. И, как говорится, еще не вечер. Вернее, вечер, но мы еще ловим. Оп, есть. Была поклевка. По течению поклевка была. Есть. Есть поклевочка. Что-то добренькое. Ох, красавец. Опа, все. Оторвали последнюю ногу у лягушки. Навряд ли сейчас что-то будет здесь ловиться. Без хвоста игры никакой нет. Все, кончилась одноногая лягушка. По колено обрубили обе ноги. Так, ладно, пробуем. Пробуем еще раз. Поставим эту. Я так думаю, должны мы увидеть поклевку и на этот гиброхвост. Ну, она один в один с оригиналом, но, видать, не та резина или не тот запах. Там-то съедобная резина была. С таким запахом своеобразным. Может, из-за этого ловилась хорошо, не знаю. Это просто резиной пахнет. А так один в один. Ну, видать, есть разница, если не ловится. Клевочка. Клюнула все-таки наша резинка. Наконец-то. Выдраконили на наш арбуз.
Вот такого красавца. Так, и сюда, наверное, надо остановиться ненадолго, я так думаю. Раз здесь клюнула рыбка, значит здесь рыба есть. Да что ты ляжешь будешь делать? Так. Расшугали немножко, расшевелили окуневое царство. Была поклевка еще. Или что это? Или зацеп? Нет, поклевка. Скадан. Оп, что-то было. Так, добавил для запаха окуневый глазик на крючок. В общем, виброхвост. И там вот окуневый глазик еще для запаха добавил. Посмотрим. Опа-опа, что-то гналось. Что-то видел. Какая-то рыба, не понял. То ли яйц, то ли щука. Или окунь крупный. Ну, такая нормальная была. Вон тут сразу глубина идет возле берега. Оп, вот такая вот глубина. Из глубины достали вертикальную проводку окуня. Ну-ка, еще получится, нет? Вон какая глубина. Оп. Что это было? Зацеп. Ладно. Оп, опа. Что-то было, поклевка была. Ну все, активность уже стала намного хуже. Рыба еле-еле закончить дергает. Или это из-за того, что... Опа, был окунь, видел. Вот еще ударил. Давай, бей. Вон. Давай. Так, пару раз закину, если еще не будет, попробуй балансир поставить. Бывает, иногда балансиры спасают ситуацию. Зато нашел вот такую вот интересную блесенку у Сергея Башко. Давненько я уже не рыбачил на нее. Давайте попробуем. Очень интересная игра, своеобразная у этой блесны, конечно. Окуня на нее я ловил в прошлые года. Ох, на резинке летит кто-то быстро-быстро. Не хочет. Вот такая вот блесенка самодельная.
рыбачки. И на нее не хотят тоже. Темная, надо. Сейчас темно, мне кажется, яркие цвета. Нет, вот. Поймали все-таки окуня. Поймали. Не крупный, но клюнул. Тут одинарный крючок тоже. Ладно, еще заброс и поменяем что-нибудь. Беленький, поставим резину. Попробуем на белую резину. Бывает, белый цвет тоже неплохо работает. Ага, я понял, почему окунь ушел. Крючок сломался. Видать, проржавел и сломался. Слабоватый крючок, оказывается, Серега, у тебя был. Ладно. Так. Чем мы? Вот такую вот резинку сейчас поставим на красную джиголовку. Вот такую вот красную джиголовочку. Поставим вот такую вот яркую резинку. Оранжевый носик, белый хвостик. Вот так вот. И сейчас проверим, как она у нас сработает. Сразу здесь на вертикалочку немножко. Здесь никого. Так. Все. Комарин буквально действует 10-15 минут. И опять начинают грызть. Не хотят. Ничего не хотят. О! Клюнула белая резинка. Вот такой вот кабанчик. Порадовал. Янскаден. Я уже хотел было оттолкнуться, идти самосплавом. Забросил и... О, давай. Работает белая резина? Работает. Молодец. Ну, я так, в принципе, и предполагал то, что дождливая погода, темно, темная вода и белая резина хорошо видать издалека. Вот, сглазили. Стоит только выключить камеру, он кабанчик вот такой за глаз попал. Получается, есть окунь. Просто не каждый заброс. Вот отсюда он откуда-то так с берега. Я прям видел, как он накинулся.